зовут, откуда вы? Здравствуйте, Владимир, Петербург. Да, Владимир. Геннадий, вот вы говорите о какой-то, предлагаете какую-то мягкую избирательную иллюстрацию. Но я считаю, что вот наша ошибка была, что в 91 году мы не провели жесткую иллюстрацию. И именно даже КГБ, где вы тоже были, и, может быть, вы в политике и не были бы, но и зато и Путина бы не было и близко в политике. И совсем другая страна сейчас была бы Россия. Спасибо. Вот вы знаете, Владимир, во что вы впадаете, как и многие, в том числе и мои товарищи, знакомые. Если мы сейчас будем по профессиям или там по каким-то социальным слоям идти, мы придем, в общем-то, к красному террору или какому-то еще там, какой-то форме. Я против сплошной иллюстрации по одной простой причине, что вот у нас как-то так, вот не было бы Путина, если бы КГБ, а не было бы Сталина, если бы мы там иллюстрировали всю церковь, а не было бы, кто у нас там, значит, Путин, не Путин, Путин, Юрий, еще кто у нас там, не было бы там колхозников каких-то, если бы мы там представили колхоз, если бы мы там вовремя их иллюстрировали, Хрущев бы не появился. Или кто там у нас, Черненко, откуда он. То есть Сталин у нас, ну кто-то, Ленин, кто был, юрист. Надо юристов всех тоже замочить. А что, смотрите, все началось же с Ленина. Он там развязал красный террор, подавление жесточайших восстаний и прочее, прочее, прочее. Да? Классовый, так сказать, по классовому признаку людей уничтожали. То есть, если мы сейчас берем по признаку, откуда человек произошел, по-моему, откуда Пол Пот, из какого-то Сорбоннского университета, он выпускник, не помню, какого факультета был. Но если мы сейчас соберем всех диктаторов мира, окажется, что нет профессий, которые не дают диктаторов. Дело не в... меня бы не было в политике. Да ладно, я бы справился. Вот. А Путин бы, может, и появился бы в качестве юриста какого-нибудь. Не знаю. Я думаю, что вот это просто... Я и молодежь пытаюсь удержать от призывов к сплошной иллюстрации. Я все время говорю, ребята, вы знаете, вот взять власть от 20-30% задач. А вот удержать и реализовать во власти то, что вы хотите, идеи, это 70%. И если вы хотите потерять власть через полгода, вперед. На разборки, на сплошную иллюстрацию всех и вся. Еще там что-то сделаете, так сказать, объявите всех там вне закона. Вы получите миллионы врагов, умных, образованных, со связями, с деньгами. Они нас к чертовой матери свергнут. Если вы не научитесь делать союзников, а научитесь делать только врагов, я вам не завидую. Вот и все, что я могу сказать. Я просто помню, что такое публичная переаттестация. Дохлая, вялая, сверху идущая МВД, когда там был Нургалиев еще. И она вдруг показала, что, оказывается, можно даже вот с помощью такой вялой и бюрократической меры чего-то сделать. А если ее проводить по-настоящему, эту иллюстрацию, переаттестация номенклатуры. Вот в чем будем разбираться с сержантом постовым? Вот будем решать, может он работать, или всех уволим. Ну, давайте уволим всех судей, 200 тысяч сотрудников суда, 200 тысяч там работают. Давайте уволим всех прокуроров, давайте уволим кого-то, давайте уволим всех чиновников. Потом кухарок везде понаставим. И вот эта кухарка, пока, так сказать, там будет управление государством, она к чертовой матери развалится. Даже большевики, так сказать, при всем своем людоедстве, они нанимали старый персонал, и он работал, он удерживал страну от коллапса. Там, финансы, армию, там, какие-то там, социальные какие-то вещи, образование, здравоохранение. Что там, врачей всех иллюстрировали, что ли, которые поддерживали там, царя? Да нет. Вот поэтому здесь мы можем наломать дров таких, что эта власть, которая придет и будет благими намерениями, там, она не продержится и полгода. Вот это вот то, что реально угрожает тем, кто придет после Путина. Потому что те, кто придет после Путина, у них денег ни хрена не будет, золотого запаса ни хрена не будет, мировой торговли не будет, рынка сбыта сырьевых ресурсов не будет, границы будут полузакрыты, недоверие будет огромное. И что они будут делать? А народ скажет, жрать нам дайте. А дайте нам это, а дайте нам это. И если вот сейчас еще в этот момент сделать миллион врагов из влиятельных кругов, которые могли бы быть союзниками. Не все там чиновники негодяи и мерзавцы, не все силовики негодяи и мерзавцы, хотя там отрицательная селекция поработала. Не все люди в регионах, в региональных сферах, в госкорпорациях, совершенно не все мерзавцы и негодяи. Там есть много людей, которые там тянут лямку. И чем мы их будем иллюстрировать? Хотите во врагов их превратить? Ну, превращайте. Я посмотрю, сколько стоит такая власть.
по времени сколько стоит, и там по всем этим достижениям ее. Надо искать союзников, а не плодить врагов. А публичная переаттестация должна коснуться номенклатуры. И публичная переаттестация, на мой взгляд, должна пройти тремя составами комиссии. Первая – это федеральная комиссия, которая будет определять публично, гласно степень пригодности федеральных чиновников к своей работе. Второй слой комиссии – это региональная. На региональном уровне пропустят всю номенклатуру, пригодную, непригодную, связанную, не связанную с путинизмом, там, наделавших дело или не наделавших. И третье – это муниципальный. Вот взяли, прогнали всю номенклатуру до замначальника отдела, определились, кто может работать, кто не может работать. И тогда уже они сами разберутся с своим составом. Вот сделали начальников отдела милиции, замначальника, определили, поставили нормальных. И сказали: ребята, вам привести в порядок ваш отдел. Сами посмотрите, кто годен, кто не пригоден, кто может, кто не может, кто фальсифицировал, кто не фальсифицировал. Посмотрите дела, посмотрите учеты, посмотрите действия, проведите, значит, проверку профессиональной пригодности. Это кто будет делать-то? Ну хорошо, 800 тысяч полицейских уволим. А кого наберем? А наберем-то кого? Я понимаю, что нам начальство надо, но я и сказал про номенклатуру. А вы хотите с сержантами воевать? Ну, можно воевать, можно со всеми воевать, только, как правило, это все кончается большим поражением. Поражением, в том числе, той демократической власти, которая будет хотеть как лучше, а получится как всегда. У нас звонок.